Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит 17,8 миллиарда рублей. Установлен источник финансирования дефицита в размере 994,5 миллиона рублей. При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда. В прошлом республиканском бюджете в связи со всеми событиями, которые у нас происходили, в связи с необходимостью перенаправления средств республиканского бюджета на покрытие затрат на софинансирование, на оплату перетока. Многие виды работ, предусмотренные в нашей стране по разделу строительства, не были таким естественным образом осуществлены. В той таблице, которую мы рассматривали в комитете и принимали, мы постарались учесть все те прошлогодние, завершение тех прошлогодних работ, которые будут предусматриваться, если вы примете в законе о бюджете на этот год. В общей структуре доходов государственного бюджета до 17,8 миллиардов рублей доля собственных доходов составляет 12,4 миллиарда рублей. Этот высокий показатель установлен с учетом исполнения государственного бюджета за 2024 год, за отчетный период, в котором в государственный бюджет поступило впервые более 12 миллиардов рублей. Безусловно, это в рамках нашего бюджета очень высокий показатель, и это наблюдающаяся такая положительная, устойчивая тенденция роста доли собственных доходов, она нашла свое отражение в данном законопроекте в том числе. В доходной части Министерству по налогам и сборам плановые показатели увеличены на 140 миллионов, Таможенному комитету на 90 миллионов. Увеличение идет и по финансовой помощи на восстановление здания Национальной картинной галереи. Плановые показатели на 2025 год составляют 6 миллиардов 645 420 миллионов рублей. Если говорить, сравнивать с прошлым годом, в прошлом году 5 миллиардов 722 814 миллионов рублей. На 922 миллиона 605 миллионов, на 902 605 миллионов увеличение бюджета плановых показателей. Мы вышли с предложением. Были комитетские слушания, вот мы пришли к цифре 140 миллионов плюсом, НДС добавили 100 миллионов и штрафных санкций 40 миллионов. Хотелось бы отметить, что в мае 2024 года было принято постановление Кабинета министров, которое утверждало новый таможенный тариф. Цифры бюджета, которые формировались в этих показателях, они были сформированы с учетом тех таможенных платежей, тех таможенных пошлин, которые были указаны в этом постановлении. Как мы знаем, в феврале месяце, непонятным для нас, можно сказать, популистским решением, данное постановление было приостановлено до 10 апреля. Однако никакой корректировки в предполагаемые цифры бюджета внесено не было. В связи с сегодняшней ситуацией мы обратились к исполняющему обязанности премьер-министру для дальнейшего рассмотрения этого вопроса и постановки вопроса об отмене этого решения с учетом корректировки 12 позиций в сторону уменьшения таможенных платежей. В целом, если это решение не будет принято, вы прекрасно понимаете, что, естественно, с этими цифрами мы справиться будет очень сложно и практически невозможно. Потери будут составлять более полумиллиарда рублей. Особо хочется отметить то, что те обязательства, которые у нас в районе, в Творчальском районе, в Ачимчирском районе, во всех наших районах, которые были межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, которые не смогли быть исполнены в прошлом году, мы еще раз в этом году учли. И я очень сильно надеюсь, что финансовое состояние, те доходы, которые мы получим в этом году, они позволят осуществить все намеченные планы. С менее развитой экономикой, в частности, Ачимчирскому, Творчальскому району. Деньги, недофинансированные в прошлом году, мы включили, и Гудаутский район включили дополнительные средства. Плюс, я почему начал с этих районов, в связи с тем, что программу дополнительную, связанную с поддержкой малого и среднего предпринимательства, мы включили отдельно
100 миллионов на Ачимчирский и Кварчевский район. Более того, включим, скорее всего, представителей из этого района в соответствующую комиссию с тем, чтобы они могли поддержать местное население в их малом предпринимательстве. Депутаты обсудили ряд вопросов, среди которых и проблемы энергетической отрасли страны, и количество штатных работников государственных учреждений республики. Стратегическое направление, но решения нету по-прежнему из года в год. Да? Я хочу это озвучить, потому что, наверное, какие-то вещи мы должны пересматривать впоследствии. Нам говорят, что мы не знаем реальное положение в энергетике, но из года в год нам его и не сообщают. Да? Мы не знаем, как нам ориентироваться, на что нужны деньги, сколько их нужно и так далее. Как можно снять затрат на содержание электрических сетей и оставить ее на покупку? Ведь при формировании стоимости цены на электроэнергию никто не закладывал туда стоимость перетока, планируемого или там объема того самого перетока. И это считается вообще как-то абсурдно, как это так снять с эксплуатации и отдать. А тогда что эксплуатации передать, какой объем финансирования? Тогда пускай хромает эксплуатация, что ли? Так не бывает. Это такое, опять-таки, популистическое распоряжение, которое оттуда возьмите, сюда положить. Так не бывает. Тогда мы должны закладывать. Конечно, надо закладывать на переток отдельно. Или в тариф, или в бюджет. Бюджет не позволяет, значит в тариф. В тарифе он не заложен, как оттуда можно снять? У нас, благо, есть люди, которые в этом разбираются. Да? Давайте это обсудим наконец-то. И уже когда пожар будет в очередной раз, в октябре будем здесь посыпать голову пеплом и бегать, и не знать, что нам предпринять, и с каких статей бюджетов срезать, тянуть. бюджет. Да, мы тут подращиваем бюджеты даже районов. Постоянно из года в год, значит, вот по общегосударственным расходам у нас постоянно большие, значит, расходы, ну, существенная доля, значит, государственного бюджета. И вот Резо Платонович, значит, затрагивал тему, вообще очень интересно количество, значит, работающих, которые задействованы в государственной сфере. Вот если взять, есть такие показатели в мире, в среднем это от 3 до 5% из общего числа работающих, задействованных в государственной сфере, считается нормальной нормой до 5%. В России эта норма около 10-12%. Ну, в Абхазии, вы сами знаете, она там не половина, но существенная доля, процентов до 40% из числа работающих, значит, задействованных в госсфере. Это, как мы понимаем, вообще ненормальная практика. И вообще, возможно ли создать, вот кто может сказать, какое количество в том или ином органе должно работать? В штатном расписании сколько, какое количество нужно, там, не буду называть определенные министерства или там РУПы, МУПы, чтобы мы понимали, сколько в МВД количество людей, сколько задействовано. Можем мы сделать такие нормативы, разработать, чтобы мы понимали, чтобы у нас штаты не раздутые были, потому что эта проблема у нас из года в год перетекает, как бы, ну, с этим что-то нужно решать. В итоге проект закона о республиканском бюджете на 2025 год был принят во втором окончательном чтении единогласно. Депутаты заслушали доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Абхазии за прошлый год. За отчетный период на имя омбудсмена поступило рекордное количество обращений – 103, что на 39 больше, чем в 2023 году. Все более актуальными, по словам омбудсмена, становится проблема семейного насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. В отчете Анна Скишмари отметила, что в 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи вида на временное жительство в восточных районах, как при первичном оформлении, так и при продлении его срока действия. В некоторых случаях выдача документа затягивается более чем на 6 месяцев. При этом причины такого затягивания сотрудники паспортного управления МВД и его территориальных подразделений назвать не могут. Либо ссылаются на то, что служба госбезопасности долго отвечает на запросы о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче ВНЖ. Кроме того, стоит отметить, что обстоятельства, что спустя более года с момента принятия поправок в закон о правовом положении иностранных граждан, соответствующие изменения не были внесены в ниже следующие акты. Аппарат уполномоченного в Республике Абхазия зафиксировал ряд фактов применения физического насилия сотрудниками правоохранительных органов, по которому были направлены запросы в соответствующие органы. В докладе отразились рекомендации по предотвращению и усилению борьбы с применением насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов. Важно еще раз отметить, что законодательство Республики Абхазия четко определяет недопустимость пыток, насилия, а также любого другого жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения.
Данное положение отражено в Конституции Республики Абхазия, в Кодексе Республики о судопроизводстве по делам об административных нарушениях, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Абхазия, а также в Законе Республики Абхазия о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Однако, как показывает практика, данные положения зачастую нарушаются или даже игнорируются сотрудниками правоохранительных органов при исполнении своих должностных обязанностей. В минувшем декабре умер пациент Республиканской детской больницы. Прокуратура проводит процессуальную проверку в отношении лечащего врача и заведующей отделением. Омбудсмен призвал общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов. На сегодняшний день проверка все еще ведется. Уголовное дело в отношении вышеупомянутых лиц не возбуждено. Несмотря на это, врачи систематически подвергаются преждевременной критике и угрозам в социальных сетях. Родственники потерпевших препятствуют работе врачей в детской больнице в штатном режиме, что сказывается на других пациентах, нуждающихся в лечении. Просим общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов проверки компетентными органами. Хотелось бы также выразить глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой и найти в себе силы пережить это горе. عايز حرقانا خيلا حقوي تازر بس يبشوق وسقوا وجيك يناكرون حزني لرم أوي خرز رتك بكرة هي زجيج حدو بينقو يجارب يخيجارب أوس داك شوزر أوس داكوازرب. Омбудсмен призвала МИД, Министерство юстиции, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями госорганов России в отношении некоторых граждан республики. Так, в отношении граждан Абхазии Мика и Кварче, которые обладали гражданством Российской Федерации, ФСБ России были вынесены заключения о совершении им действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, что является основанием для прекращения их российского гражданства. В отношении гражданина Республики Абхазия Куджба, не обладающего российским гражданством, было вынесено решение о депортации с территории Российской Федерации, а также решение о запрете въезда на ее территорию в течение 10 лет. Аналогичное решение было вынесено и в отношении другого гражданина Республики Абхазия Ашуба, проживающего в Турции. В отношении гражданина Республики Абхазии Нала Хашик, который обладает российским гражданством, Минюстом России было принято решение о включении его в реестр иностранных агентов. Безусловно, мы не можем вмешиваться в деятельность российских государственных органов, однако это не означает, что абхазские органы власти должны хранить молчание и абстрагироваться от ситуации. Хотелось бы также напомнить о ряде заявлений и обращений Следственного комитета Российской Федерации, в которых говорится о процессуальных проверках и возбуждении уголовного дела, в том числе и по статье «Терроризм», в связи с нарушениями прав граждан России по национальным мотивам в Абхазии, которые также обладают гражданством Республики Абхазия. Данный факт также остался без должного реагирования со стороны органов власти Абхазии. Считаю неприемлемым молчание государственных органов и должностных лиц Республики Абхазия, которые не комментируют в публичном пространстве указанные решения российских органов власти. Депутаты Народного собрания единогласно приняли отчет уполномоченного по правам человека Абхазии. Это очень важный институт демократического государства и общества. И то, что вы делаете, оно оказывает невидимый эффект, в том числе и на правопорядок в нашей стране. Я считаю в этом смысле вашу работу чрезвычайно важной. Спасибо за проделанную работу. Нужно продолжать в таком же духе, а возможно и наращивать. Депутаты также включили объекты недвижимого имущества бывшей совместной абхазо-германской государственной автотранспортной компании в городе Сухум в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утвердили условия их приватизации. Оценочная стоимость 10 миллионов 47 тысяч рублей. Площадь земельного участка по государственному акту землепользования 1 гектар 91 га. Объект в ведении Министерства экономики находится, все согласительные, все документы присутствуют. Перед вами всем есть пакет документов. Также депутаты Народного собрания дали согласие по ряду земельных вопросов. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.